Позади свыше 8000 километров испытаний бездорожной Арктикой, десятки населенных пунктов и вот, наконец, вездеходы-амфибии компании «Звезда» в Якутске. Эти машины – последнее слово в мире тяжелой техники. Все комплектующие вездеходов российского производства, а некоторые – якутского. Все резинотехническая продукция, которая стоит вот на этих вездеходах, она наша Северо-Восточного федерального университета. И мы, конечно, очень рады, что и техника, и наши какие-то производные, они успешно прошли испытания. У нас есть договора на уже производство резинотехнических услуг, и мы попытаемся обеспечить полностью их линейку. Но так как, скажем, индустрия, она все равно взаимосвязана, я думаю, что и через них, как точка входа, мы можем выйти на другие компании. Сейчас вездеходы активно принимают участие в различных просветительских и исследовательских экспедициях. Но главная цель завода – обеспечение бесперебойного сообщения между Заполярьем и Большой Землей. Назначение машины – это не двигаться по зимникам, а двигаться в период распутицы, когда зимников нету. Двигаться в летний период, когда огромное количество болот, по таким территориям, где никогда не было дорог. Задача – обеспечение круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. При этом скорость одной такой машины в среднем может достигать 90 км в час. И, как показала минувшая экспедиция, на график прибытия вездеходов не влияет даже пурга и непогода. В каждом регионе были проведены лектории, охват такой, что это более 3000 человек. То есть это достаточно много. Мы считаем, что лекторий удался. И техника свою задачу выполнила. Она нигде не ломалась, она, так скажем, подвозила экспедицию вовремя от одного населенного пункта в другой населенный пункт, без всякого рода задержек, несмотря на то, что и непогода была, и пурги были достаточно серьезные. Сейчас компания работает над дальнейшим расширением линейки вездеходов. Но и то, чего она уже добилась – большой шаг в достижении высокотехнологичности отечественных амфибий. Светлана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск.